Всем привет, дорогие друзья! Это программа Тува Лайфток. И сегодня в нашей студии весьма необычный гость. Мы пригласили сюда человека, который называет себя королем хайпа и отцом тувинского народа. Спросим у него лично, почему он так считает. Немножко эпатажа у нас сегодня будет в студии, я на это надеюсь. Да. Привет, Буян. Здравствуйте. Буян Сеткил, 34 года, певец, блогер, общественный деятель. Родился в Агдавураке. На данный момент живет в Москве. Активно развивает свой блог в Инстаграме, где уже собрал аудиторию более 200 тысяч человек. Нередко называет себя королем хайпа. Буян Сеткил в 2008 году получил награду «Лучший артист Тувы» по итогам народного СМС-голосования в рамках Республиканского фестиваля популярной музыки «Уян-Унер». Исполнитель популярного хита «Тувиночка» и автор многих песен тувинской эстрады. Соискатель ученого звания, кандидат психологических наук. Работал методистом и преподавателем кафедры психологии, педагогики и молодежной политики в Тувгосинституте, переподготовки и повышения квалификации. Активно строил свою карьеру в Туве. Был председателем молодежного правительства Тувы, заместителем председателя общественного совета при МВД по республике. В 2013 году был ИО начальника управления культуры Барунхемческого кажуна. 5 лет занимал должность помощника депутата Верховного Хурала. В прошлом году вступил в партию «Единая Россия». В 2021 году основал некоммерческую организацию «Фонд Буяна Сеткила». Сегодня ты к нам пришел не просто так, надеюсь, расскажешь много интересного. Обязательно. Супер. Недавно ты говорил в своем интервью, что ты отец тувинского народа и король хайпа. Но то, что ты король хайпа, ты говоришь всегда, постоянно. И мне кажется, у всех уже это отложилось на подкорочке. Тоже... Вот скажи, пожалуйста, ты действительно так считаешь? Ну, конечно. Конечно, потому что... Ну, то есть все это началось... Я-то сам очень скромный человек. То есть я себя не хвалю. Это все от народа идет. Народ, признание народа, ну... Как отказывать народу и спорить с народом? То есть я только признаю там их как бы прозвища, которые мне дают. Сначала это началось король тувинского языка, потому что в 2018 году впервые в истории Тувы было батл, рэп-батл на тувинском языке, то есть а-ля как Слава КПСС, да, как Versus. И тогда я победил, Шины рэпера тоже на тувинском языке. Очень красиво зачитал. Потом все знают, что я пишу стихи на тувинском, плюс очень хорошо умею разговаривать. И у нас даже игра была с Ишкинову, сейчас заслуженным артистом Республики Тува. Когда мы ездили в дальние вот эти гастроли, да, по всей Туве, у нас была игра, то есть говорить на протяжении 3 часов только на тувинском языке. Даже такие специфические, такие, ну, русские трудно переводимые слова, например, холодильник, там, поворотник, машина, типа, все должно быть на тувинском языке, хотя бы придумывать эквивалент, да, и в этой игре я всегда побеждал, то есть, и вот эта слава, и все начали говорить король тувинского языка, типа, и после батла это закрепилось. Но ты называешь себя король хайпа. Ну, это почему? Потому что я тоже начал хайпить. Я повторил вот эту хайповую историю Хаски с его как бы смертью, то есть, да, липовой смертью. Я это повторил и повторил много чего. То есть, когда в России, в мире что-то происходит, да, вот интересно, типа, это же акцизм, это современное искусство, когда человек делает из своей жизни шоу. Типа искусство, шоу, да. Я тоже... Перформанс больше. Перформанс, да. И я начал повторять это только в рамках Тувы, то есть повторять. И, конечно, тувинцы к такому не привыкли и считают это что-то за гранью разумного. И все хайп, и король хайпа, все это так началось. А почему отец тувинского народа? Ну, это уже куда уже расти? Ну, пришлось к этому как бы идти. Но, конечно, это
с одной стороны, просто хайп, да, как бы, чтобы обсуждали, то есть ты должен делать постоянно какие-то нестандартные вещи, говорить какие-то провокационные вещи. Но я делал это еще с целью просвещения, то есть я затрагивал историю Тувы, что у нас были короли, князья, вот столетие Тувы, да. А почему ты вообще решил хайповать? Тебе это зачем? Ну, во-первых, я всегда любил... Давай небольшое уточнение. Сколько тебе лет сейчас? 34. 34. Да, 34. Вот когда это решение к тебе пришло и зачем тебе это нужно? Ну, каждый человек, наверное, рождается уже... У меня сейчас 50 на 50, я решаю, судьба – это предопределенная история или человек решает все сам. То есть, Извечный вопрос. Да, недавно смотрел интервью этого Пахи Джахалиба. Он говорит, что все предопределено, все уже расписано. Если по его мировоззрению взять, то моя судьба такая, что я должен родиться, стать известным в Туве, да. Вот. Хайповать, петь, ну, моя судьба такова, то есть мое кредо – это быть первым, то есть даже мой инстаграм так подписан setkill/001, то есть я все делаю только с одной целью, чтобы стать первым в этой отрасли, то есть. Подожди, так получается, ты согласен с утверждением, что судьба уже предопределена заранее, и человек ничего не решает? Это очень-очень глубокая философская мысль. То есть даже если тебе кажется, что ты что-то выбираешь, да, то все эти выборы уже расписаны. То есть мы же как бы простые люди, обыватели, выбираем, да, я буду колу или фанту на самом деле, или бонаква, на самом деле все принадлежит коле, кока-коле. То есть иллюзия выбора – это, ну, как часть сансары, то есть ты думаешь, что ты свободен, выбираешь что-то, на самом деле благополучатель один же, он все как бы создает, делает иллюзию, что ты свободен, там у тебя выбор есть, на самом деле. Как бы, и это очень глубокая мысль, и надо всю жизнь это изучать, чтобы быть осознанным. Как бы. Ну а ты для себя что, к чему больше склоняешься? Ну, в последнее время склоняюсь все-таки к тому, что все расписано, но я пытаюсь найти то зерно, где может ли быть вообще хоть какой-то выбор. То есть, и с точки зрения буддизма, конечно, все выбирает человек, то есть он делает действия, и действия, то есть карма – это действие в переводе. И от действия зависит там его будущее, как бы. А в христианском, мусульманском, в теистических религиях говорится, что все решает Бог. И я между этими двумя стихиями, да, между буддизмом и вот этими, я сейчас веду вот такую неравную борьбу, как бы, разума, что преобладает над человеком, как бы, судьба или его решение. У тебя был кризис среднего возраста? Да, был. Вот как раз, наверное, 16, 17, 18 года, когда я начал вот активно хайповать, ну вот символический вот этот акцизм, да, перформанс того, что там себя похоронил, типа, это же все. Хаски тоже, он же из Бурятии, вот. Он был журналистом, кстати, начал читать рэп. Хаски тоже говорит, что это символический акцизм, перформанс того, что старая личность, да, которая... Личность человека же создается обществом, родителями. Первоначальная личность – это не ты, то есть получается. Это та платформа, на которой ты рождаешься, как бы. Тебя сделали человеком, да, прообразом, как бы, личности, но потом уже приходит выбор, начинаешь сам жить, сам думать, а правда ли меня так воспитали, правда ли это мои мысли, или я только это прочел. И после этого возрождается, как, например, была гусеница, вот в кокон попала, и
как бабочка. Это же бабочка и гусеница, это же две разные вещи. Один летает, другой ползает. И это кризис среднего возраста у меня прошел так, что я был гусеницей, да. Я думал, что раньше вообще я думал, что я вот родился в Туве, сейчас школа, универ, потом на работу устроюсь, пенсия, огород, смерть и так далее, да, вот этому сценарию общепринятому. Потом я попал в кокон, вот эти 3 года, 16-й, 17-й, 18-й. Разочарование в том, что неужели я останусь в Туве, неужели масштаб моей личности таков, что только 300 тысяч человек меня будет знать в этом мире. То есть неужели это все, на что я способен, то есть вот такие мучения. И говорится, что эта гусеница, когда толкает стены вот этого кокона, он становится сильным, и у него крылья вырастают. А если кокон убрать, да, вот, и пока срок не прошел, он не будет летать. То есть все эти страдания, размышления, философские какие-то вещи сделали меня сейчас тем, кем я являюсь. Но сейчас я максимально стремлюсь к свободе. То есть я создаю пассивный доход, чтобы не зависеть от места, там, работодателя. То есть мне важно, чтобы я сам решал, когда я встаю, когда ложусь, что делаю завтра, что через год, там, что... То есть кризис среднего возраста у меня уже проходит, и сейчас я должен выйти на новый уровень. Ну, это логично, российский уровень, то есть 1 миллион подписчиков, а может быть, я начал делать песни на русском. Если один станет хитом, то все уже на другой уровень. И следующий, ну, конечная цель — это как бы мир. Английский изучаю, то есть мировая известность. Хорошо. А вот все-таки про тему хайпа сейчас еще поговорим. Все видели твои прямые эфиры, где ты был не в совсем адекватном состоянии. Что это было? Это был такой творческий подход? Да. Или ты действительно был под какими-то запрещенными веществами? Нет, я как бы не балуюсь вообще ничем. То есть марихуану не трогаю, я даже не пью алкоголь и даже не курю. То есть я... Ты зожник? Да, зожник, прям жесткий зожник, потому что в 2013 году я отказался от алкоголя, уже 8-9 лет не пью. В 2017, по-моему, не курю, с 2017 года, уже где-то 5 лет, да. И все. И все думают, что я когда кричал, да, вот в прямых эфирах, это тогда еще можно было. Инстаграм позволял такие да, позволял. выходки. И еще сейчас, если такое кто-то как бы будет вытворять, он сразу блок. То есть Инстаграм сейчас более как к Ютубу стремится, как бы больше ограничений, больше каких-то забот о зрителях. Ну, я тогда абсолютно трезвый, прям на трезвых щах, просто кричал как сумасшедший, матерился. Но это я искал грань, как бы, возможно... Ты себя испытывал или зрителя? Ну, и себя, и зрителя, как бы, проверить, как бы, реакцию людей, то есть... Ты получил то, что хотел, реакцию? Да, получил. Какую? Я понял, что чтобы выделиться, достаточно надо делать то, чего не могут другие. То есть, не могут себе позволить. Да, то, чего стесняются другие, боятся, как бы, осуждения других, а что скажут люди. А как ты думаешь, почему людей это цепляет, а не отталкивает? Ну, цепляют, потому что это ярко, потому что это редко. Все, что редко и ярко, людей как бы цепляет. То есть, если там золото так было много, как там песка, его никто бы не искал, там, ценил. Поэтому неудивительно, что как бы деградация, все это негативные вещи сильнее притягивает человека. А если я там читал там Пушкина, там Толстого «Война и мир», там никто бы не слушал, как бы, и никто не обратил внимания, там ботаник какой-то серый сидит. Вот. И благодаря этому хайпу там у меня возросла аудитория, там перешла реклама, там
доходы и так далее. Ну вот в чем все-таки природа вот этого хайпа, она же в большей степени такая негативная, да, как Да, вот да, мы да. сейчас выяснили. В чем его секрет, собственно говоря? На чем можно хайповать? Ну, тут самое главное щупать границы, то есть дозволенного, то есть как, ну, то есть некоторые думают, что на всем можно хайповать. Оказывается, нет. Недавно блогера Хованского, он начал как бы петь песни про Нордост, как бы, ну, то есть терроризм, типа, хорошо, да, его сразу закрыли, дали срок, то есть... Ну, это за гранью Да, добра то и есть зла. все-таки, даже если ты безграничный, сумасшедший, все-таки какие-то рамки должны быть моральные, как бы. Все, что внутри этого можно, а На выходить чем нельзя. ты хайповать не будешь никогда? Вот, на терроризме, на горе других и как бы, ну, то есть сомнительные какие-то операции, там, может быть. И что наоборот тогда прям дает очень хороший результат? Вот Ну, именно для тувинской аудитории. Очень хороший результат – это юмор. Юмор, стёб и конфликты. То есть конфликтовать с каким-то человеком, но его не ругать как бы матершинными словами, а просто задевать там, да ты хуже меня, типа. То есть этого достаточно, чтобы люди заинтересовались и начали смотреть как сериал, там, а что он скажет, Я что видела, он скажет. да, я видела целую серию у тебя вайнов на тему, как ты по телефону ругаешься. Один молодой Ты блогер сам есть. это придумал? Или что это за история вообще? Она достаточно дико смотрится со стороны. Ну, один блогер есть, он в Абакане живет. У него 20 тысяч аудитория. Ну, то есть он начал повторять меня, как бы. Ну, то есть материться, Он кричать. тоже тувинец? Да, в прямых эфирах. И всех это заинтересовало, он набрал хорошую аудиторию. Потом, ну, то есть я захотел его поддержать, как бы, и начал с ним общаться. Потом, ну, то есть это же моя темка, типа, я номер один. Потом он начал вклиниваться в мою историю, как бы. Это я номер один, типа. Ну, то есть, с другой стороны, для меня это же хорошо, как бы. Я начал, когда он мне скидывает свои аудиозаписи, да, вот, Сеткил, То типа... есть это реально его голос? Да. Ты ничего не придумываешь? Нет. Он мне кидает личные сообщения, то есть, ну, свои такие комментарии, там, Сеткил, ты номер 2, я номер 1, типа, я король, типа. Вот такие вещи я просто делаю как звонок, как бы. Ну, на самом деле, это его звонок, как бы, только в аудиоформате. И его блокнули, кстати, заблокировали. Он сейчас начал тему, что, типа, я его заблокировал. Ну, хорошо, продолжается тогда наше. Тебя устраивает ситуация, что вот ты идешь на поводу у своей аудитории, а не наоборот? Ну, я много размышлял об этом. У меня просто, как сказать, диверсификация контента. У меня в Инстаграме юмор, на Ютубе больше там серьезных каких-то политических тем. То есть у меня тоже интервью, рубрика есть, очень много взял. То есть ВКонтакте больше песен, типа. Аудитория может решать, какая социальная сеть зайти, чтобы у меня там в одной социальной сети у меня стихи, юмор, то есть я все разложил по полочкам, как бы, получается. Ну, все-таки ты ведешь, да? свою Да, аудиторию? все-таки я веду, но при этом подношу так, чтобы каждый мог выбирать, как в супермаркете, там, немножко юмора, немножко политики, интервью, там, и так далее. А что думает твоя жена по поводу вот твоих вайнов в Инстаграме и вот твоих выходок, твоего юмора и вот этого хайпа всего? Ну, она очень умный, мудрый человек, она понимает, что как бы это
моя деятельность, и это все. На самом деле за этим юмором стоит интеллект и математический расчет стоит. То есть каждый просмотр приносит деньги, каждый просмотр как бы рассчитан на что-то. Как бы. И тогда уже становится все ясно, что это не просто хихи-ха-ха там и несерьезно. На самом деле очень многие мне задают вопросы, зачем, ну зачем ты это делаешь? Они-то не понимают, что за каждую 1000 просмотров деньги идут. Вот. Это на Ютубе? Да, на Ютубе. А в Инстаграме? В Инстаграме у меня тоже заключены контракты, что, ну, не с Инстаграмом, конечно, а с рекламодателями, да, что у меня нативная реклама идет, и каждый просмотр – это дополнительное доказательство того, что люди заходят и смотрят их рекламу. Угу. А много у тебя контрактов, если не секрет? Ну, у меня так, где-то 7 направлений веду. Это тоже разные направления. То есть первое – это фонд, некоммерческая организация, у нас благотворительная, как бы занимается благотворительностью, там, детям, семьям помогаем, нуждающимся. Второе – это музыкальное направление, как бы, ну, то есть артистам песни пишу. И, ну, то есть очень много. Кто-то же сказал, что найдешь хобби, которое переносит деньги, то никогда не будешь работать. Просто будешь кайфовать всю жизнь. У тебя так получилось? Да, у меня вот такая очень история. Раньше все-таки я думал, что буду работать там, а сейчас прям точно понял, что вот из этого творчества, там, видеоконтента, песен, и именно то, что я сам решаю, где, когда, как я буду. Вот, то есть абсолютная свобода, вот что меня интересует. Кстати, у меня идея есть, в России, да, пытаются же создать вот TikTok и свой Instagram, типа, и я видел их проекты, на самом деле очень печально. Даже название «Я молодец». Ну что это такое? Ну, «Я молодец». Это аналог Инстаграма или ТикТока? Это ТикТока. ТикТока? Вот. У меня есть идея, я вот хочу сделать, да, такой презентацию и вот в Москве презентовать, что все-таки, чтобы делать технологию не первично, то есть сейчас любой может создать социальную сеть, если деньги есть, разработчик. Самое главное это дизайн, то есть название очень удобное, да, типа TikTok. Раньше было же музыкали, типа очень невзрачное название у ТикТока было. То есть они не взлетели вообще. И как только назвали ТикТок и там черную, очень узнаваемую вещь сделали, просто взорвались на весь мир. И тут же, где «Я молодец» и где, например, тоже типа название ТикТок, и это все выстрелит. Я уверен, что я буду пытаться. А у тебя уже есть презентация? Да, я хочу развиваться именно в том направлении, вот IT, да, digital. Это дает максимальную свободу, потому что твой бизнес в интернете достаточно. Я вот даже сейчас MacBook просто, да, ноутбук в рюкзак, и как этот Аяз Шабудинов просто да, весь, да, весь мир за твоей спиной, и все, зарабатываешь. Павел Дуров очень нравится мне тоже, потому что он как бы не пьет, не курит, не ест мясо. Я вот фанат вегетарианцев, я тоже много раз в жизни пробовал, там 3 года не ел мясо. Меня вот эти новые веяния, IT плюс там осознанная жизнь, все это, новый формат жизни очень тяготит меня. Вот. И тоже хочу в Туве типа того сделать, может быть, не Кремниевую долину, хотя бы какой-то интеллектуальный такой анклав, не знаю, поселение или что-нибудь, какой-то закрытый клуб. А думаешь, получится? Ну, самое главное же ставить цель. У нас в Туве что хорошо, сельское хозяйство очень поддерживает. Да. Я согласен, половина тувинцев должны быть в сельском хозяйстве, то есть натуральный такой древний уклад жизни.
а другая половина должна стремиться вот к последним технологиям. Здесь открывать безналоговые какие-то особые экономические зоны, чтобы сюда приглашать технологические компании, чтобы... Но ведь для этого люди должны быть готовы. Люди должны готовы Нет, я не жить. согласен. То есть люди не знают, чего они хотят. Им надо показать то, без чего они не могут обойтись. То есть Форд же, он как бы делал первый автомобиль в мире, да, вот в своем сарае, его только жена поддерживала. Все говорили, что он сумасшедший, что корыто без лошади не поедет. А он говорил, что люди не знают чего, люди не знают что того, им нужно, да? Да, что им нужно. Они думают, что там 1000 лет будут ездить на лошадях, а вот нужен какой-то пророк, человек, который видит будущее, уже видит. И он должен этому народу, этим людям рассказать то, чего нет. То есть то, чего нет, рассказать так, чтобы оно было, чтобы все поддержали, деньги дали и это сделали. И я думаю, что в Туве можно вообще создать такой кластер инновационный. Никогда ты не думал о том, что как бы в 34 года уже кажется, как будто бы и не камильфо снимать вот такие вот ролики, которые вроде как подростки снимают, да, чтобы там хихи-ха-ха посмеяться. Да. Вот не было у тебя идеи, что ты какой-то фигней занимаешься? Нет. Просто мы все из совка, да, получается, из Советского Союза. И там была определенная идеология, что определенная работа, только эти работы уважаемы, типа. Да. И все думают, что вот, а он не работает, в офис не ходит, как бы не в костюме, значит, он какой-то... Тунеядец. Да, тунеядец, даже статья была Да. в Советском Союзе. И сейчас я просто анализирую, да, мое старое мышление было устроено так, что я сам от этого как бы страдал, думал, что, а может быть, мне надо пойти работать, типа. А потом я начал анализировать. Те, которые ходят на работу, да, получают где-то, ну ладно, 30 тысяч, допустим, 30 тысяч. Ну, в среднем 30-40. В среднем, да. ну это даже хорошо в Туве, но это в среднем там 20-25 специалисты получают обычные. Ну ладно, 25, давайте в среднем, 25 возьмем, умножим на, ну, год, округлим 10, да, 10 месяцев, 250 тысяч. За год. Да. А я эту сумму зарабатываю за месяц. Снимая смешные войны. Да. Ну и кто после этого серьезный человек? Кто после этого дурачок? Да, все. И когда вот сейчас у меня песня выйдет, там поется, что послушай, мне твоих советов не надо. Один мой сторис стоит, как твоя зарплата. Ну, О, да ты на Моргенштерна типа замахнулся. 15 секунд, это я за 15 секунд зарабатываю то, что зарабатывает серьезный человек за 30 дней. Ну, где 30 дней, где 15 секунд получается. Ну, вот, это тем, кто меня как бы хейтит, что я там неудачник, вот, ребенок. А на самом деле я уважаю людей труда, потому что мои родители были очень, ну, как бы, работящими людьми. Там, мой отец там подметал, ну, как бы, дворником, да, кочегаром топил, там, детям школу, там, мама полы, ну, как бы, уборщицей была. Поэтому у меня нету такого, как бы, презрения к простой работе. Наоборот, у меня большое уважение, и я всегда стараюсь как бы хорошо говорить о таких людях. Но когда меня начинают как бы на меня нападать, я защищаюсь таким образом. И при этом я не вру, потому что так и есть, получается. У тебя была очень удачная карьера певца, хорошо она складывалась, и песню «Сансара» многие знают, и многим она нравится. А почему вот этого стало меньше в твоей жизни? Перестал ли ты вообще петь? Да, я завершил
завершил карьеру певца, по крайней мере, активную часть. Почему? Потому что я понял, что если не выйти из зоны комфорта, то я не пойду как бы в сторону России. То есть меня все устроит, буду колесить по Туве, получать гонорары и все как обычно. То есть у меня даже времени не будет думать, как писать русскоязычные песни, как там выпускать песни уже по-новому, потому что мы же выпускали, просто закидывали в ВКонтакте и вот так беспечно жили. Сейчас я понял, что вот эти стриминговые площадки, да, если оформить договор, песни и через какие-то лейблы выпускать, то это приносит очень огромные деньги. То есть за одну песню можно получить там до 600 тысяч рублей, если этот хит будет. Вот. И все это новое осознание приходит, когда ты отключаешь старое мышление. И я не говорю, я не отказываюсь, вообще не отказываюсь от своего опыта, да, прошлого опыта, что типа тувинская эстрада это плохо, я теперь не тувинский певец. Я тувинский певец, тувинский рэпер, но я сейчас взял тайм-аут для того, чтобы серьезно подготовиться к российской эстраде. То есть к российской эстраде, потому что я помню, я вернулся в тот старт, когда я начинал в 17-м, не в 17-м, а в 7-м году. В 2006-2007 году я начинал, я вообще не был известен, как бы, я вообще безымянным был в Туве, меня никто не знали. И у меня такое же чувство было. Я думал, а смогу ли я? Тува же, она большая. Как я могу? Кто будет меня слушать? Это почти нереально. Кому бы я ни подходил, все говорили, что это уже огромные деньги нужны, там, связи. Кто в Кызыле тебя возьмет там. И сейчас вот те же ощущения, те же прям точно такие же ощущения, когда в Москве там ходишь вот на концерты артистов, Матранг, Тимати, очень много мы ходили. И такие же ощущения, как будто вот в детстве к нам приезжали вот тувинские артисты, да, я также, прям точно так же восхищался ими. И уже 10 лет отработал рядом с ними, они кажутся мне обычными людьми, как бы. И сейчас точно так же, что вот эти российские артисты мне кажутся какими-то нереальными. А какой у тебя план покорения российского масштаба? Сначала все-таки, мне кажется, блогинг более как сказать, легкий способ. Ага. До миллиона дойду, до миллиона подписчиков по всей России будет. То есть ты хочешь через Инстаграм стартануть? Да. Инстаграм наберу, до миллион, и начну палить просто вот как конвейер, просто песни. А у тебя же все. вышел какой-то альбом. Да, «Шатон Майот» называется. На самом и деле тоже это... замашечка на Моргенштерна. Но это отсылка, понимаете, отсылка, как бы... На самом деле это «Майот Шатон» называется, это элитное шампанское. Да. И это отсылка к Моргенштерну, вы правильно сказали, что меня удивляет этот парень. Но он, в свою очередь, сейчас вот $1 миллион, вот этот альбом, да, свой, он отсылает этот скриптонит. У него там, как бы, пример, у него Уроборос тоже двойной альбом был, один серый, другой желтый, в такой обложке. И сейчас у меня тоже, я хочу тоже повторить это, как бы, чтобы в Туву вот это веяние пришло, что тоже здесь почувствовали. Вот эти тенденции. Сейчас я готовлю тоже песни. Так получается, карьеру певца-то ты не закончил, ты все равно выпускаешь песни? Да, и продолжаю, да. Но сейчас, на русском языке? Да, сейчас переломный момент просто происходит. Многие думают, что я там остепенился, там. Нет, я наоборот, это затишье перед бурей, понимаете? Ага. Ты хотела записать песню с Тимати? Это что было, хайп очередной?
У меня история была, что, как бы, когда я покупал одежду, да, я часто покупаю в Black Star, закупаюсь, и они не додали мне сдачу. Вот. Не додали. Сколько? По-моему, не знаю, я уже забыл. 10 рублей, что ли. Но это для меня был повод, как бы. Но там же камеры есть. Да. Но когда продавец говорит, мы вам отдадим в следующий раз, когда придете. Это реальная ситуация, как бы, в охотном ряду, рядом с Кремлем. И вот я начал, как бы, Тимати, верни мне лично мои 10 рублей, типа. Но это отголоски первого моего хайпа. То есть я начал шупать, что можно, что нельзя. Оказывается, многое можно, как бы, можно там заявиться на большого человека, типа, и ничего не будет за это. А реакция была какая-то от Тимати? Нет, конечно. По сравнению с ним я просто, наверное, ноунейм. Просто. Ну, так и у тебя идея-то записать с ним фит осталась или нет? Да, осталось. Я надеюсь, я более чем уверен, что это случится, потому что во мне сидит какая-то уверенность необъяснимая, просто как будто я знаю. И когда я смотрел интервью очень многих известных людей, они всегда так говорили. Я знал, что я буду известным. Я просто это знал, я с детства знал. А я с детства тоже знал, что я буду вот так постепенно становиться известным. Теперь перейдем к другой теме, к теме выборов. Об этом мы тоже можем говорить, но с небольшими поправками. Да. Это один из моих любимых тем. Ага, хорошо, отлично. Год назад ты говорил, что будешь участвовать в выборах в Государственную Думу. Почему? Я и участвовал. Я в этом, как называется, у Единой России? Праймерис, да, я там участвовал. Я был конкурентом сейчас вот Айдын Сарыглара, да. Я занял там неплохое место, не последнее. Я посередине где-то был. Был даже популярнее некоторых действующих депутатов. Ты вышел из Единой России? Нет, меня приняли, и все на этом. А что ты думаешь о кандидатах в Государственную Думу? Как сказать, самая такая история у меня случилась с молодым человеком, который поддерживает Рената Ожака. Это «Справедливая Россия», «За правду», да? Я знаю, самые сильные кандидаты: Ренат Ожак, «Справедливая Россия», Роман Тамоев, КПРФ и Айдын Сарыглар. И начал на меня наезжать, молодой человек Аян Хурма. Но он блогер, как бы, начинающий тоже, активист. Да, он на всех наезжал, по-моему. Да, и он не на то наехал, потому что я же блогер номер 1. Вот. И он на мою поляну зашел, просто на мою поляну. И я начал с ним полемику, типа, и он начал... то есть, я думал, что он очень интеллектуальный, может быть, даже интеллектуальный, умнее меня, может быть, я так думал, он объясняет, много схем рисует. А оказалось-то, да, обычный молодой человек, который, молодец, что такой активный, да, но... Со своей точки зрения. Да, со своей точки зрения, но я считаю, что неприемлемо, оскорблять старших. Мы же все-таки ближе к Кавказским республикам, у нас очень сильные такие корни, да, родовые, родоплеменные, уважение к старшим, там, аксакалов нельзя ругать, там, типа, да, седовласых людей. А он просто в пух и прах всех разносит, всех называет негодяями и так далее. Так просто нельзя. И политика работает более тонко, понимаете? Это же материя такая тонкая, интеллектуальная. И нужно, более что ли, изящный дипломатичный. Да. Он просто рубит с плеча, просто рубит. И такими темпами, таким методом, мне кажется, не получится собрать серьезную какую-то, не знаю... Аудиторию? Аудиторию-то можно, но реальную политику делать нельзя таким образом.
Когда Шойгу рожали, Да-да. Америка дрожала. Да-да-да. Это Это моя знают. крылатая фраза. Это знают вообще все. Недавно повторили. Кто придумал? Это я, это моя песня. В 2017 году я работал в Министерстве по делам молодежи. Тогда Адам Текеев у нас как бы министром был. И он поставил задачу, как бы, тогда начиналось возрождение гетто, да, советского гетто, надо как-то в моду внести, да, среди молодежи. Толкнуть в массу. Да, да. И я написал песню «Гетто», и там такие строчки были. Все, и песню я спел. Эта песня особо как бы не пошла, да, но у нее карма была такова, что через 4 года, в 2020 году, Она зрела. да, назрела. И так назрела, что на всю Россию, и еще повторяется, это отголоски, это же в январе снято. Сейчас они тоже повторяют, а опять как бы видео вставили, что вот эти строки, и все обсуждают это. Ну да, ты гордишься тем, что даже Пивоваров показал кусочек вот Да. из твоего клипа И плюс в выпуске своем. Дудь, понимаете, Юрий Дудь тоже написал обо мне, он написал прям В этот смысле, пост. он лично тебе написал в Инстаграме? Нет, он в своем посте упомянул меня, то есть Юрий Дудь думает обо мне, об Буян Сеткил, понимаете? Он написал так, что молодой политик, который читает рэп про Шойгу, это просто блеск. То есть, ну понятно, это ирония, он как бы стебется, да, но сам факт того, что он думает обо мне, Что где-то ты там зацепил Да, да, да. его. но он еще извилину. вспомнит, когда у меня будет брать интервью, я полностью уверен, что он у меня будет брать тут интервью. Эх, я не Дудь пока что. Но и я тоже не пока не Тимати. Поэтому, мне кажется, Дудь вспомнит про это. Я еще ему скажу, что вы писали обо мне. На самом деле США немножко вот так пугается России. Почему? Потому что они же с Афганистана как бы убежали, с Афганистана сейчас. А Россия в Сирии еще находится, то есть Россия ниоткуда не бежит, то есть она сильная Россия, получается сейчас даже сильнее, чем США. И эти слова еще как бы еще докажет Россия, что эти слова верные, то есть я не читал там про какую-то ерунду. Вот. Одно время ты говорил, что ты оппозиционер, а потом вступил в Единую Россию. Почему так произошло? Ну, даже сейчас я один из самых смелых, наверное, членов Единой России, потому что даже поддерживая Единую Россию, да, я могу брать интервью там у того же Сергея Канвиза, то есть Риск, он же оппозиционер, как бы, у него газета ругает правительство. Я могу брать интервью у Андриана Шерголыча уже, когда он был членом ЛДПР, да, сейчас он, я знаю, вышел из ЛДПР. То есть во времена их серьезного конфликта, политического я имею в виду, таких дебатов, я очень свободолюбивый человек, у меня внутренний оппозиционер у меня остался внутри, то есть даже внутри Единой России я чувствую себя таким живым, свободным человеком. Ну, тогда непонятно, зачем нужно было вступать в партию. Почему нельзя было оставаться беспартийным? Ну, я понял, что эту партию надо спасать, потому что все-таки начинает забронзоветь, да. Вот. Когда ты номер один, когда ты контролируешь ситуацию, ты начинаешь как бы расслабляться, как бы, и шаблонно мыслить, и все начинают, ну, типа, история КПСС повторяется, то есть в партии очень много пожилых, и все такие тучные, все такие серьезные, все такие усталые, то есть, чтобы эту, как бы, разбавить вот эту ситуацию, я вступил и думаю предлагать больше каких-то молодежных тем, да, потому что ну вот партия «Новые люди», да, они сейчас
призываю к себе блогеров, то есть их даже кандидат в Госдуму может говорить, что песни Моргенштерна мне очень нравятся, там, мне нравится Моргенштерн, я слушаю. Типа, мне кажется, эти времена для Единой России тоже настанут, что единорос будет там тусить под Моргенштерна, это нормально, мне кажется. Но это не означает, что он там наркоман, но современная молодежь должна прийти в партию Единой России, чтобы она не стала КПССом. То есть, чтобы не забронзоветь, надо молодых, не только таких чиновников, да, как, ну, то есть в костюмах, а просто вот таких ярких, молодых, живых людей надо привлекать, чтобы историю Советского Союза не повторить. Угу. Твоя цель в Инстаграме 1 миллион, да? Да. 1 миллион подписчиков ты хочешь. Сейчас у тебя 254 Да, тысячи. 250. Угу. Как ты собираешься достичь этой цели? Ну, есть методы, причем легальные, не боты, не накрутка, но это, как сказать, профессиональная тайна. Но это реклама, конечно, реклама. В больших российских каких-то пабликах, блогерах, то есть это тоже нужно как договориться, встретиться, убедить, как бы. Тут не только деньги решают, тут как бы, ну, то есть интеллект нужен. Даже если там обычному человеку собрать 1 миллион, да, он их растеряет, потому что он не знает психологию аудитории. Ну, то есть тут еще от человека зависит, не только от блога. Вот. Поэтому, мне кажется, это в этом году или в следующем это железобетонно достигнем. Ну, давай конкретнее. Сколько ты даешь себе времени на 1 миллион? 22-й год, точно. Ты сейчас пишешь какую-нибудь новую песню? Да, «Лайк» называется. Вот то, что я пел. «Твоя зарплата», мой сторис. Это об этом. Она еще не вышла? Да, это посвящается хейтерам. То есть тем, кто меня не любит, ненавидит, как бы. Я им пою, что делай то, что в кайф. То есть, но не забудь поставить лайк. Когда выйдет песня? Вот скоро. В этом сентябре, в октябре точно. Угу. Точно выйдет. Есть вещи, о которых ты жалеешь? Жалеть. Так. Ну, наверное, о том, что, наверное, родители так рано ушли, брат рано ушел из жизни. Вот, мама, папа, брат. Но ведь это не зависело от тебя. Да, иногда думаешь, что мог бы ты получше сыном быть, там, братом. Ну, задним числом думаешь, что ты мог бы быть лучшим для них, но это не вернуть. Ну, единственное, это, наверное. А то, что жалко, нет. Я стараюсь жить так, чтобы ничего жалко, не было ничего жалко, что я стараюсь делать то, что люблю, быть с кем люблю, и чтобы я вообще ни о чем не жалел, когда умирал там на последних секундах. Я с улыбкой хочу уйти от этой жизни. А за что гордишься? Наверное, я все-таки не самый плохой человек, наверное. Горжусь тем, что когда родители были живы, да, я им показал то, что они не зря меня вырастили. То есть они смотрели мои концерты. Когда я работал в правительстве, я пригласил их в свой кабинет, а мой кабинет был рядом с кабинетом Шалбана Валерьевича, через дверь, там где-то 30 метров в одном коридоре. И вот, и они, наверное, я уверен, что они гордились. И вот моя гордость в том, что гордились мной родители. И горжусь вот, своей семьей, маленькой, пока мы создаем. Ты бы был таким успешным, если бы ее не было рядом с тобой? Нет. Все-таки я бы остался с этим мышлением, наверное, в
Туве. Вот она, я помню, она, как мы переехали, да, в 19 году, на постоянную основу в Москву. Вот она перед тем, как переехать, вот, она говорила, а когда в Москву, а когда в Москву? Я говорил, сейчас переедем, сейчас. И вот переехали. И тот старый Буян-Ситкил, да, я смотрю на вот свой старый образ, и мне иногда становится как бы кринжово от того, что я исполнял эти песни. Но я не отказываюсь, но при этом какие были у меня посредственные вкусы. То есть я сейчас слушаю другую музыку, более утонченную, более сложную, более такая наполненную и в музыкальном, и в тексте. То есть у меня идет такой рост духовный, внутренний рост благодаря ей. Так. Супер! Мы Спасибо. закончили. Спасибо большое, Буян, что пришел, поделился. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мне не хватает 150 человек для 10 тысяч. 10 тысяч я буду тортом отмечать. Вот, спасибо вам. Надеюсь, подпишитесь. Спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты, делитесь своим мнением. Под нашим интервью мы будем все читать и на все отвечать. Спасибо большое. Пока.